Доброго времени, друзья! И мы вновь в эфире. Да, и спешим рассказать вам о самых интересных событиях. Милана, это правда, что у тебя есть свой YouTube-канал? Да, правда. И как оказалось, эта тема очень интересна нашим телезрителям. Буквально на днях я проводила мастер-класс по созданию собственного YouTube-канала для школьников нашего города. Ну-ка, расскажи поподробнее. С удовольствием, смотри. Продолжая традицию мастер-классов от журналиста телекомпании СТВ, вслед за директором студии Артуром Мумедбаевым в гостях у ребят побывала наша юная телеведущая Милана Семерякова. Тематика была обширная – создание канала на YouTube и съемки видеоматериала для него, монтаж, увеличение количества подписчиков и многое другое. Также Милана рассказала о своем творческом пути и как она попала на главный канал города СТВ и центральный канал республики БСТ. Ведущая детских новостей отметила, что на мастер-класс собрались по-настоящему неравнодушные журналистики ребята. Они были очень активными и задавали много вопросов, на которые получили ответы. А самое важное, что в рамках встречи многие побывали в роли корреспондента и учились брать интервью, работая под прицелом настоящей камеры. Как это было и что из этого вышло, сейчас вы увидите сами. Тебе понравился мастер-класс? Мне понравился мастер-класс, и я узнал, что можно снять свой канал. Я уже давно мечтаю о канале, и скоро узнал, что в интернете можно найти. Тебе нравится в объединении детской телестудии? Мне в объединении детской телестудии очень нравится. Я хочу сюда постоянно ходить. Мы встречаемся всегда, с головой встречались. Наверное, интересно было поговорить с Халитом Хамзовичем. Очень интересно, мне понравилось. Я хочу еще куда-то сходить. Что тебе понравилось в сегодняшнем мастер-классе и что больше всего запомнилось? Мне сегодня много понравилось. Понравилась твоя история, что о том, как ты стала телеведущей. Я постоянно смотрю телепрограммы «Детское время». Я раньше всегда удивлялась, как же у тебя все это получается. Помимо школы, учебы, так как ты еще в 7 классе только. И я даже удивилась, что, оказывается, ты и в дальнейшем будешь продолжать эту судьбу, которую ты сейчас ведешь. Что ты узнала сегодня интересного в мастер-классе? Узнала сегодня, что на Ютубе можно создавать каналы, как это делать. Можно заходить в интернете, поискать, видеоролики посмотреть. Скажи, а вот это твой первый, где ты будешь выступать в телевизоре? Нет, это было уже второй раз. Я еще встречалась с директором телевидения. Как ты стал ведущим? Так. Мастер-класс получился познавательным, интересным и полезным. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о проведенном мастер-классе. Мне мастер-класс безумно понравился, хоть я и волновалась, но при общении с ребятами волнение пропало, я уже вела себя более уверенно. В общем, я рассказала ребятам, как вести свой YouTube-канал, как монтировать, и, в общем, все вот эти фишки YouTube и видеоблогеров. В общем, все прошло на высшем уровне. Я хочу еще раз провести какой-нибудь мастер-класс, потому что мне понравилось. У нас есть интересный, очень, можно сказать, уникальный план совместной работы с СТВ. И в рамках реализации данного плана мы проводим вот такие вот совместные мастер-классы. Что вам понравилось сегодня на мастер-классе? Именно что мне понравилось? Вот хотелось бы отметить, что сегодня такая очень теплая беседа была. И я думаю, все сегодня после мастер-класса уйдут с хорошим настроением и, надеюсь, и в дальнейшем захотят посещать данные мастер-классы. А мы, в свою очередь, надеемся, что подобные мастер-классы станут доброй традицией. Юлия Хамитова, Милана Семерякова, Оксана Михайлова, Любовь Карпова, специально для детского времени, телекомпания СТВ.
Милана, может мне тоже создать свой YouTube канал? Научишь? Без проблем, Никита. Главное иметь желание и интерес. Ну, кстати, я тоже время не терял даром и побывал в Центре детского творчества, где пообщался с юными пловцами нашего города. Плавание – это тот вид спорта, который подходит практически каждому. Занятия в бассейне укрепляют физическое здоровье. Вода расслабляет, успокаивает, снимает стресс, улучшает аппетит, нормализует сон. Почему ты выбрала плавание? Ну, потому что всегда тут и ноги, и руки, и голова работают. Как тебе в жизни помогают тренировки? Мне помогают они развивать мышцы. Мне просто очень нравится плавать. Как тебе в жизни помогают тренировки? Мне в школе ставят 5 по физкультуре. Ну, мне в детстве очень нравилось плавать на речке. Как тебе в жизни помогают тренировки? Ну, я в отличной форме. Собираешься связать свою жизнь со спортом? Нет, наверное. Я давно хотела научиться плавать, и я знаю, что это полезно для осанки, а для моей тем более. Как тебе в жизни помогают тренировки? Ну, я получаю от этого большое удовольствие, потому что, ну, допустим, обидели тебя в школе, придешь в бассейн, и настроение сразу поднимается. Ну, как быть здоровой, во-первых, и просто иметь побольше друзей, и как бы это для интереса. Ну, потому что в этом виде спорта работают все мышцы. И еще мне очень нравится плавать. Как тебе помогает в жизни плавание? Но Как тебе в жизни помогают тренировки? оно развивает дыхание, выносливость, силы. Плавание в бассейне полезно для растущего детского организма. У ребят вырабатывается выносливость, формируется правильная осанка, укрепляется иммунитет. Как говорят тренеры, посещение бассейна закаливает детский организм, повышает сопротивляемость вирусным и простудным инфекциям. Но, в принципе, стимулировать-то не приходится. Дети сами видят свои улучшение своих результатов. У нас ведется рекордная таблица. Дети постоянно ее улучшают. В этом году тоже было несколько рекордов. Мы уже доплыли до 2-го взрослого разряда. Это очень хороший результат. Также выступление на соревнованиях тоже является стимулятором для улучшения. Кто отличился в этом году? В этом году особо хочется отметить Анастасию Бирюкову, Кузибаева Данила, Низамудинова Велена последний рекорд поставила, Айрат Галиахметов. Ну и да все они у нас молодцы. Соревнования проводим довольно-таки часто, я бы сказала. У нас 4 соревнования традиционных. Это наши соревнования, которые проводятся непосредственно только для наших детей. И мы проводим 2 соревнования межрегиональных открытых первенств по плаванию. Плюс в этом году включили в календарь еще одни соревнования в марте. Это соревнования «Здоровое поколение». Да, оказывается, плавание – это целая наука. Ну да, а ты как хотел. Скажи, Никита, а ты знаешь такую науку, как дорожная азбука? Конечно, правила дорожного движения мне объясняют родители. Об этом постоянно говорят и в школе. Все правильно. О безопасном поведении на дорогах нужно знать с самого детства. В детском садике «Березка» недавно побывали сказочные герои, которые поведали ребятам дорожную азбуку. Мы ведем свой репортаж из детского сада «Березка». Я ходил сюда 5 лет, а теперь учусь в 3 классе. Посмотрим, как идут дела у наших маленьких друзей. Здесь, как всегда, очень весело. Мы с ребятами сегодня увидели очень интересный и увлекательный праздник. По правилам дорожного движения кот Матроскин, пес Шарик и почтальон Печкин пригласили нас в мультфильм «Однажды в Простоквашино». Как это вы так быстро доехали? Да, вы знаете, мы ехали. Дорога-то скользкая, как машину занесло. Хорошо, что мама с папой были пристегнутыми ремнями безопасности, а я сидел
в детском удерживающем автокресле. Дядя Федор рассказал нам, как мы должны вести себя на дороге. В машине посмотрели мультфильм про автомобильное детское кресло, повторили правила дорожного движения и правила безопасности. Что ты узнала сегодня интересного? Про автомобильное детское кресло. В каждой машине должно быть детское кресло. Тебе понравилось сегодняшнее представление? Сегодняшнее представление мне понравилось. Там был кот Матроскин, почтальон Печкин. Они рассказывали про детское автомобильное кресло. Если не будет детского автомобильного кресла, то ребенок может попасть в аварию, удариться или стукнуться. Ты знаешь правила дорожного движения? Я знаю правила дорожного движения, что все должны соблюдать правила дорожного движения. Надеюсь, дети доведут до родителей данную информацию, потому что в конце акции были розданы памятки родителям. И хочу пожелать родителям: будьте аккуратнее на дорогах, берегите себя и своих близких. Здесь мы узнали много интересного про автомобильное детское кресло. Дорогие взрослые, следуйте правилам дорожного движения. Репортаж подготовил Арслан Махмутов и Алик Кадыров для передачи «Детское время». Вот такими насыщенными выдались эти 2 недели. Но это еще не все приятности, которые мы подготовили. И в нашей студии сегодня необычные гости. Знакомьтесь, Глеб и Оля. 2 недели программы «Детское время» вместе с магазином детской одежды «Аленка» проводили конкурс репостов. И у нас есть победители. Держите свой крутой конструктор. Ну а тем временем наш выпуск подошел к концу. Пишите нам в нашу группу ВКонтакте, которая так и называется. Новостная программа «Детское время». А с вами были, как всегда, очаровательная Милана Семерякова и неподражаемый Никита Полосков. Всем пока!